Возможно, я думаю, что большое то, что мне чисто как женщине, это отношение к семье, к ребенку. Чисто по моей работе это к социуму. Внимание какое, возможно, еще и тем, кому сложно жить. И у нас есть инвалиды, многодетные. И вот мне кажется, что Конституция в этом деле уже смотрит на них уже с их стороны. И насчет, вот если чисто по моей работе, мне кажется, что все-таки пересмотреть пособие, там суммы уже меняются с нашим карантином, с пандемией, да. Мне кажется, что обратили внимание на важные самые профессии, как медики, учителя, что дистанционно не все могут обучиться. И мне кажется, вот как раз изменение Конституции вовремя подошло, и нужно будет обязательно подойти, сделать выбор и сказать о том, что вы все-таки посмотрели на Конституцию изменения, и вы согласны с этим. Поправки в Конституцию Российской Федерации направлены на регулирование межнациональных отношений, которые существуют на данный момент в Российской Федерации. Например, мы видим рост самосознания народов России. Это вызывает все больше вопросов, появляются те вопросы, которые надо решать здесь и сейчас. И создавая новые правила межнациональных взаимодействий внутри страны, мы, считайте, даем еще больше шансов для сохранения и развития своей культуры каждому народу Российской Федерации. Все поправки, которые мы смотрим и слушаем, они действительно очень отражены. Вся наша жизнь их отражена. Тоже возьмите медицину, значит, или вот сказать, как это, учебу нашу, как это, наше просвещение сказать. Ну, все стороны, оно, в общем-то, и природоохрана, значит, и будущее наших детей, и даже в том, что нашу историю искажает. Мы вот это все рассмотрим, душа болит. Ну, я считаю, что мы, жители нашей своей родной республики, не должны оставаться равнодушными. Я всегда на все выборы всегда хожу, считаю себя гражданкой ответственной. Мы неравнодушны, поэтому мне не все равно будет после меня, что-то мои дети и внуки будут жить, ни деревьев, ни лесов не будет, ни рыбы, ни, сказать, в речках. Не хотелось бы. И все остальное, чтобы жили они и дальше наши хорошо. Поэтому я считаю, что все мы должны быть ответственными за свое будущее наших детей и внуков. И нельзя относиться вот так вот, слово подобрать бы, относиться не, наверное, халатно, может, слово не подойдет здесь, чтобы люди не ходят на избирательные участки, а потом мы говорим в кулуарах и везде друг с другом, что мы сегодня тот момент нас не устраивает, другой. Но мы же сами делаем все себе, лучше создаем. Когда мы ходим, свое мнение выражаем, я считаю, что это мое личное мнение, от того все идет. Если мы мимо проходим без порядка, значит, он так и будет продолжаться. Если мы не пойдем, вот, сегодня не поддержим, значит, эти все мероприятия в связи с изменением в Конституции, поправками, оно тоже, значит, все-таки много все от нас зависит. От нас, от граждан зависит. Поэтому я считаю, чтобы все мы должны быть ответственными людьми. Живем мы здесь, процветает, что республика, чтобы дальше так же было не только республика, и вся Россия наша. Поэтому очень хочу и призываю всех граждан с 18 лет и до нашего возраста, всех прийти, все-таки ознакомиться, еще есть время, прийти и проголосовать за поправки в Конституцию нашу. Я думаю про социальную направленность, что это хорошо, что принимают такую поправку Конституции, что будут индексироваться пенсии, так как я тоже пенсионерка. Одна из позиций, которая будет введена, это то, что государство будет гарантировать пенсионерам, получателям социальных пенсий, иных выплат, индексации не реже одного раза в год. Ну и также поддержку инвалидов и малоимущих
слоев населения. Меня, как представителя молодого поколения, конечно, интересуют все поправки, связанные с молодежной политикой. Мне очень нравится то, что Владимир Владимирович предложил урегулировать все вопросы, касающиеся молодежной политики, волонтерства, а также развития молодежной политики. На мой взгляд, для благополучного формирования общества необходимо опираться на два фактора. Это наше прошлое и будущее. Наша страна богата своей историей, и новые поправки в Конституцию обеспечивают нам историческую правду. И это очень важно, на мой взгляд. И второй фактор, на который необходимо нам опираться, это, конечно, наше будущее, это наши дети. И Конституция нам гарантирует защиту детей, их безопасность, благополучное развитие. Поэтому я думаю, что вот эти два фактора очень важны для нас. Помимо этого, хотелось бы сказать, что очень важно сохранять культурное достояние. Об этом в Конституции тоже внесены несколько новых поправок. Поэтому я считаю, вот эти вот изменения, они необходимы для дальнейшего развития. Ну и хотелось бы мне обратиться, наверное, ко всем гражданам нашей страны, Якутии. Обязательно прочтите новые поправки, потому что от этого зависит наше будущее, основа всей нашей жизни.